Я думаю, что есть определенные темы, которые очень важны и которые периодически нужно поднимать в церкви. Можно бесконечно говорить про любовь Божью, можно бесконечно говорить про то, что Бог нам заповедал, знаете, как Иисус, Он говорит, что новую заповедь даю вам, что любите ближнего самого своего, как я возлюбил вас. Потому что когда ты забываешь, когда ты погружаешься в соблюдение правил, в какую-то религиозную рутину, теряется вся суть. И одна из вещей – это религиозное фарисейство. Сейчас я поясню, и мы коснемся этого. И проповедь называется, «Не будь фарисеем». И местописание, к которому мы будем обращаться, это Иоанна 8 глава, со 2 по 11 стих. Давайте мы прочитаем эту историю, вы все ее знаете. Рано утром, все места Писания я буду читать из нового русского перевода, не из синодального. Ну и вообще в проповедях теперь все время так делаю, потому что более современный язык, более понятно. Библейские студенты, готовьтесь, все золотые стихи, наверное, в синодальном учатся, да? Я вас поздравляю. Когда ты то один перевод, то другой, всегда очень тяжело запоминать, но приблизительно ты смысл понимаешь. Но вам нужно будет, по-моему, слово в слово учить. Но мы, тем не менее, будем в новом русском читать. Рано утром он опять был в храме. Он – это Иисус. Вокруг него собралось много людей, и он сел и стал их учить. Учители закона и фарисеи привели женщину, уличенную в супружеской измене. Они поставили ее перед народом и сказали Иисусу: «Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления. Она изменила мужу. Моисей повелевает в законе побивать таких камнями. А ты что скажешь?» Они спросили это, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить его. Иисус склонился и писал пальцем на земле. Они упрямо продолжали его спрашивать. Тогда Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». И он, опять склонившись, продолжал писать на земле. Тогда они начали по одному уходить, начиная с самых старших. И в конце концов остались только Иисус и женщина. Иисус выпрямился и спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» «Никто, господин», — ответила она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Иди и больше не греши». Вот такая интересная история. И если вы не первый год в вере, вы верующие, давно вы читали Писание, вы знаете, что фарисеи в Ветхом Завете показаны с худшей стороны. Да? Похоже, это такая группа людей, которую Иисус всегда выделял в качестве примера, какими не должны быть его ученики. И фарисеи, на самом деле, кто это были? Это были представители наиболее влиятельного религиозно-патриотического течения в Израиле в то время. И в центре их мировоззрения стояло убеждение, что религиозная вера – это основа вообще духовно-нравственной жизни человека. И что вот этот образ духовно-нравственный должен определяться строго по законам Торы. То есть они были приверженцы соблюдения законов, правил до последней буквы. Вот все как написано, один в один. Но со временем фарисейство это стало именем нарицательным. В современном мире сейчас возможно ли быть фарисеем? Могут ли быть фарисеи у нас сейчас? То есть у нас нет уже такой религиозной секты, религиозной группы иудейской, но так как это стало именем нарицательной, еще как могут быть в церквях, в религиозной среде. И можно следующий слайд? Давайте посмотрим. Фарисейство – это религиозное лицемерие. Личина праведности и набожности, состояние честолюбивого самодовольства, основанное на неведении своей греховности и развивающееся при соблюдении церковных правил и обрядов, и без использования заповеди любви к Богу и любви к человеку. Это то, что я выписал из православного словарика. Но
А, Знаете, фарисейство, оно соединено с превознесением над окружающими, как правило. Придирчивый суд над действительно реальными какими-то недостатками человека, либо кажущимися, мнимыми. И давайте посмотрим Евангелие от Луки, 12 глава, что говорил Иисус вообще по этому поводу. Тем временем собрались огромные толпы, и люди теснили друг друга. Иисус начал говорить, обращаясь сначала к своим ученикам. Берегитесь фарисейской закваски. И потом дальше он поясняет, то есть лицемерие. Что такое лицемерие? То есть фарисейская закваска – это лицемерие. В современном языке что такое лицемерие? Лицемерие – это несоответствие слов, поступков человека истинным чувствам и убеждениям этого человека. Ну и также притворство какое-то, лукавство. Простыми словами, давайте мы посмотрим следующий слайд. Лицемерие – это ситуации, когда поступки человека расходятся с его настоящими убеждениями, идеями и чувствами. Может, мне в сторону встать? Вам лучше будет видно вот так? Потом я вернусь. Давайте следующий, может быть. Смотрите, есть некоторые признаки лицемерия. Первое – непоследовательность. Лицемер требует от других людей делать того, чего сам не выполняет часто. Обвинение следующее. Это может быть критика за то, что этот человек делает сам в этот момент, но других за это критикует. Притворство, заявление о том, что человек верит во что-то, но сам на самом деле с этим не согласен. Самодовольство. Лицемерам важно казаться высоконравственными людьми. Они всех вокруг осуждают. Я один такой, весь в белом, а вокруг все дураки, грубо говоря. То есть они прикидываются высоконравственными людьми, которые соблюдают высокие нормы, морали и другие правила. А теперь, это мы прочитали про просто лицемеров, обыкновенных. Представьте, что это носит религиозный характер. Религиозное фарисейство – это и есть лицемерие. Вы понимаете, да, о чем я? Кто-нибудь понимает вообще? А кто не понимает? А кто никогда не поднимает руку? Есть кто вообще никогда не поднимает. Странно задавать вопрос, кто не поднимает руку, если он не поднимает руку, да? Смотрите, на самом деле, то есть мы понимаем, что фарисеи – это лицемеры. Лицемеры религиозные, и Иисус их осуждает, и лично я не хочу быть фарисеем, чтобы мне Иисус такие обвинения говорил. Я думаю, что никто не хочет, чтобы вокруг него в церкви были тоже фарисеи, такие лицемеры религиозные. Представляете, которые там вот обвиняют тебя, говорят, что ты должен это соблюдать, а ты там это должен делать. Но, по всей видимости, мы можем стать такими, если мы не будем осторожны. Более того, я вам скажу, знаете, у меня уже есть какой-то опыт в вере. Я был в разных городах, я сразу хочу сказать, тоже важное замечание. Как правило, в своих проповедях это на 99%. Когда я привожу какие-то примеры, я не имею никого из сидящих в зале в виду, и я не имею никого в виду, из кого вы знаете пасторов. Я очень аккуратен, знаете, с тем, чтобы я никого не высмеиваю из присутствующих и так далее. Поэтому все совпадения случайны. Я вам серьезно говорю, чтобы также сегодня, хорошо? Тема чувствительная. Но, смотрите, посещая разные церкви в разных городах, я вам могу сказать, что современные церкви, в них есть фарисеи сегодняшнего дня. Кто-то когда-то составил список опасных признаков того, чтобы понять, чтобы человек мог сам себя проконтролировать. Являешься ли ты современным фарисеем? Интересно, смотрите, хороший признак, что ты фарисействуешь,
Это если все вокруг тебя, за пределами твоего ближайшего круга или даже в твоем ближайшем кругу, все неправы. Следующий признак – это когда, знаете, вот у тебя тихий голос Бога внутри звучит, и удивительным образом он звучит точно так же, как и твой. И еще один. Ты знаешь Слово Божие, как правило, люди хорошо разбираются в Писании, но ты забыл и не знаешь Бога этого Слова, потому что написано, что Бог есть любовь. Во времена Иисуса фарисеи это были отрицательные персонажи. Иисус всегда им доставлял неприятности. Поэтому, я не хочу быть фарисеем, я не хочу злить Иисуса. Хочу быть последователем Христа, брать свой крест, следовать за Ним. Хочу, чтобы Иисус в один день, когда мы предстанем на судный день, Он сказал: хорошо сделал, добрый и верный раб, войди в радость Господина своего. Но я думаю, что все верующие искренне хотят того же. Вы согласны? Никто не строит козни такие, а я вот приду, и мне Иисус скажет: отойди, не знаю, кто ты, да? Но в наше время есть люди, которые в конечном итоге становятся фарисеями, становятся религиозными лицемерами. Смотрите, вот во времена Иисуса эта группа фарисеев, они начали с того, что мотивы у них были очень хорошие. У них были благие намерения, хорошие мотивы. Они начали тогда, когда Израиль впал в безнравственность, в неправедность. Кто-то должен был восполнить этот пробел. И фарисеи сделали шаг вперед, чтобы восполнить эту потребность. В эпоху, когда многие иудеи отказались от правил и законов Божьих, фарисеи стали для своего народа чем-то вроде пророков, которые возвращали людей к закону Моисея, к повиновению Божьей воли. Более того, они решили, что мы будем соблюдать все до последней буквы. Мы будем неукоснительно следовать закону, всем заповедям. И если какие-то заповеди, они были не совсем четкие и ясные, например, в Ветхом Завете, вы знаете, что очень много заповедей, да? Сколько у нас там? 613? И если не совсем четко объясняется, они создавали новые правила какие-то, которые бы поясняли это, как нужно что делать, чтобы ничего не упустить. И вы знаете, на самом деле они были таким вот эквивалентом прихожан в современных церквях, которые всерьез хотят угодить Иисусу, которые очень серьезно воспринимают свою веру и относятся очень серьезно к своей вере. Смотрите, каждый раз, когда люди серьезно относятся к своей вере, это хорошо. Но есть опасность, что они могут перейти грань между угождением Богу и неповиновением Ему, уподобившись фарисеям времен Иисуса. Это понятно, что я говорю? То есть человек, он так сильно хочет угодить Богу, я буду все там для Него. И он в конечном итоге переходит эту грань и на самом деле впадает в неповиновение Ему. Как такое возможно? Давайте разберемся, я сейчас поясню. Мы должны быть осторожными просто, чтобы нам не быть такими. Просто что я хочу подчеркнуть, это то, что изначально фарисеи, они не ставили себе целью, что я хочу разозлить Бога, я буду Ему там противиться. Намерения благие. Они хотели как лучше. Вы понимаете? Я думаю, что недаром русская пословица есть, да, что благими намерениями услана дорога в ад. Я думаю, что они не просыпались с мыслью: вот сегодня я разозлю Бога. Но получалось так, что они Его злили. Почему? В чем они были настолько неправы, что на самом деле приводили Бога в ярость? Можно следующий слайд? Смотрите, 3 ловушки, которые исказили мышление фарисеев.
и мы их разберем. Смотрите, самое первое. Правила стали важнее людей. Есть правила, мы должны соблюдать. И чтобы исполнить это правило, всех, кого надо, мы в асфальт закатаем. Ничто нас не остановит, даже Бог. Вы понимаете, да? Второе, их планы стали планами Бога. По крайней мере, у них в головах. Такая подмена произошла. Третье, они верили, что их личные грехи можно скрыть, если они будут соблюдать свои правила. А вот я и там омыл руки, и здесь я там голову покрыл, и то там сделал, и вот то, что у меня там какие-то грехи есть, но я же правила все исполняю. Итак, давайте рассмотрим все по порядку. И, во-первых, фарисеи считали свои правила действительно важными. До такой степени, что они забыли, что правила существуют для людей, а не люди для правил. То есть правила стали важными, а люди стали неважными. Правила стали важнее людей. Я хочу обратить ваше внимание вот на эту ситуацию, которую мы рассматривали, когда фарисеи не провели эту женщину к Иисусу. То есть он был в храме, они ее привели. Им вообще было плевать на нее. Это просто реквизит, который они хотели использовать для того, чтобы уличить Иисуса. То же самое им было плевать на него, на Иисуса. В их мировоззрении просто было два человека, которые нарушили какие-то правила, и нужно было сделать все, чтобы их уничтожить. На самом деле, смотрите, они даже не могли забить ее камнями. Они не имели на это права. Почему? Потому что только Рим, римская власть имела право выносить смертные приговоры. Это то, что мы можем увидеть в распятии с Иисусом. В том числе мы позже коснемся. То есть суть в том, что когда Римская империя завоевала Иудею, Иудея просто стала еще одной провинцией Римской империи, где был наместник или губернатор современным языком. И только римский правитель имел право приговаривать людей к смерти. Еще раз, мы можем посмотреть на распятие Иисуса, на всю эту историю. Вы помните, то есть в чем одобрении нуждались учителя, первосвященники для того, чтобы казнить Иисуса? Понтий Пилат должен был вынести вердикт. И то есть, что я хочу сказать, когда они привели эту женщину к Иисусу, она просто всего лишь инструмент. Наглядный урок, который они хотели использовать для того, чтобы добраться до Иисуса. Давайте мы посмотрим вот то, что мы прочитали, Иоанна 8 глава, 3-5 стих еще раз. Учители закона и фарисеи привели женщину, уличенную в супружеской измене. Они поставили ее перед народом и сказали Иисусу: «Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления. Она изменила мужу. Моисей повелевает в законе побивать таких камнями. А ты что скажешь?» 6 стих дальше, что говорится? Они спросили это, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить его. У них вот вообще такая, постоянно вот учителя законов все время пытались его каким-то образом поймать. Вы помните, что монета про кесаря, там, нужно нам налоги платить или не нужно? То есть, если я скажу, не я, а Иисус скажет, что платить налоги не нужно, то мы сдадим его римским властям, потому что он призывает к бунту, к прямому неповиновению. Да? А если Иисус скажет, что надо платить, то тогда что? Он в глазах всего иудейского народа потеряет авторитет, потому что римляне это были оккупанты, которые брали мзду и так далее. И Иисус очень хитро всегда и очень аккуратно отвечал, да, не хитро, а мудро. То есть Божья мудрость, и он говорил, что чей портрет там? Кесарю Кесарева, Богу Божие. И вот что с этим делать, да? Как бы, понимай, как хочешь. И здесь, смотрите, похожая ситуация. Женщина уличена в супружеской измене. Иудеи жили по Моисееву закону. И Моисеев закон однозначно говорит, что таких нужно
побивать камнями, ее должны были забить насмерть. И каждый еврейский раввин, который учил Торе, он знал об этом. Но, как я уже говорил, Римская империя завоевала Иудею в это время. Они стали жить по римским законам. То есть все ваши там местные законы, какие-то религиозные, все это хорошо. Но есть верховный закон, есть закон Римской империи. И никакой ваш закон, он не может противоречить закону Римской империи. Чтобы наказать грешников, евреям нужно было получить разрешение наместника или губернатора, потому что у него верховная власть, и только он может лишить жизни человека. Давайте мы посмотрим вот эту ситуацию, когда Иисуса привели, арестовывали. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 29-31 стих. То есть, поэтому Пилат вышел к ним, к первосвященникам, к учителям. «В чем вы обвиняете этого человека?» То есть Иисуса, спросил он. «Не будь он преступником, мы бы не привели его к тебе», ответили они. Тоже напрямую не говорят, поверь нам, человек преступник. Пилат сказал: «Берите его сами и судите по вашему закону». Смотрите, что они отвечают. «Но у нас нет права никого казнить», возразили иудеи. То есть они хотели его распять. И поэтому им нужно было одобрение верховной власти. Итак, наша ситуация. Если бы Иисус сказал, что женщину следует побить камнями, они бы донесли на него, что он тут самоуправством занимается, людей жизни лишает, римские законы нарушает, потому что только римляне могли выносить смертный приговор. Но если бы Иисус сказал, что смилуйтесь над нею, нельзя ее побивать камнями, тогда бы они его обвинили в том, что агент Рима, наши иудейские законы не соблюдает, как он может быть учителем закона Моисеева, когда там написано, что ее побить надо. То есть простейшие положения он игнорирует. Идеальная западня. Вы понимаете, да? Еще раз, им было плевать на нее, на женщину на эту и на Иисуса. Просто вот они задумали, что таким вот образом они хотят его уловить и его уничтожить. Когда ты начинаешь любить правила больше, чем людей, ты рискуешь стать фарисеем или лицемером. Я видел церкви, где такое случалось. Я вам скажу, что это печальная картина. И слава Богу за нашу церковь. Не, кроме шуток. Знаете, потому что люди понимают, смотрите, есть две крайности. Мы должны соблюдать правила определенные. Мы не должны грешить и так далее. Правила важны, но люди тоже важны. Я просто вспоминаю, знаете, вот у нас как-то, лидеры в церкви, у нас была ситуация, встречались с человеком, который погряз в определенном грехе. И говорили с этим человеком, объясняли, что то, что он делает, вообще ни в какие ворота, это неправильно, но ему помогут. Будут работать с ним, чтобы он избавился от этого греха. Другими словами, да, правила существуют. И что было сделано, это грех. Это в конечном итоге уничтожит этого человека. Но этот человек, он тоже был важен. Вы понимаете? Его жизнь, его вечная душа слишком важны, чтобы просто так вот осудить и выкинуть. И это один действительно из уроков, которые преподает нам Бог. Давайте посмотрим 2 Петра, 3 глава. 9 стих. Новый русский перевод еще раз. «Господь не откладывает исполнение того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись». В синодальном написано, что Господь, Он долго терпит, долготерпив. Он очень терпелив к нам. Он бы, конечно, мог уже всех там разделать, но он терпит. Итак, первое, что послужило преткновением для фарисеев, это то, что они очень любили свои правила. Больше, чем людей. В этом проблема. А та самая заповедь, которая также написана в Торе, что возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем своим, всем разумением твоим. И вторая, да, заповедь, которая подобна ей, возлюби ближнего своего, как самого себя, они это забыли. То есть соблюдение каких-то ритуалов, правил, оно гораздо важнее стало. Важнее, чем люди. Второй камень преткновения, помните, всего 3 мы там писали, заключается в том, что их собственные планы стали Божьими планами, по крайней мере, в их сознании. Вы должны понимать, что фарисеи считали вот Иисуса врагом своего Бога. Их Бог был на их стороне. И поэтому в их логике любой, кто выступает против их Бога, против них, вернее, выступал против их Бога. Бог за меня, если ты говоришь что-то против меня, значит, ты выступаешь против Бога. Смотрите, то есть такая цепочка, логика, да, и приводит к каким парадоксальным выводам. Ты говоришь что-то против меня, значит, ты говоришь что-то против Бога. А у них все логично. Я просто хочу вам такой пример привести. Я уже приводил, кстати, если вы что-то вспомните, увидите. Сегодня у нас не только прославлению весело, но и видеооператорам тоже. Хожу туда-сюда с этой кафедрой. Никого не предупреждал. Ничего, мы скоро уедем, у нас останется одна камера и крупным планом. Потому что у нас очень много людей тоже уезжает, в том числе операторы. Ну, на некоторое время, в смысле. Все потом вернутся. Итак, я знал одного лидера в другой церкви, еще раз, вы его не знаете, и вы не знаете церковь, но который думал подобным образом. И на самом деле он искренне любил Бога, он любил Иисуса. Но у него сложилось такое мнение, что то, что именно он лично считает правильным, вот это истина в последней инстанции. Если он считал что-то нравственным или истинным, Бог считал точно так же, как и он. То есть его мнение – это мнение Бога. Каким образом он дошел до такого состояния? Как такое получилось? Ну, потому что человек на самом деле здравый был вроде бы. Но, вы знаете, задолго до того, даже когда я с ним познакомился, у этого человека в жизни произошел несчастный случай, и он был в больнице при смерти. И врачи говорили, что шансов, что он выживет, вообще никаких нет. Медсестры там, ну, даже уже близких пускали, то есть человек лежал без сознания, в коме. Но он выжил. Он выжил. И с этого момента, вы знаете, он поверил, что это чудо. Это действительно, наверное, было чудо. Потому что с медицинской точки зрения, ну, он должен был умереть. И он начал думать, что Бог избавил его от смерти для того, чтобы он совершал великие дела для него в церкви. От имени Бога. Классная история, да? Замечательная. И мне он тоже понравился. Но я хочу вам сказать, что для своей общины и для своей церкви он был настоящей проблемой. Потому что он верил, что любое принятое им решение – это глаз Божий. Вот то, что он говорит, это вот прямо Бог вещает. Потому что, ну, в конце концов, Бог же избавил его от неминуемой смерти. Так что Бог, должно быть, хотел, чтобы он делал великие дела для Бога. Не знаю, насколько такой пример привести. Вы знаете, в Америке сейчас президент Дональд Трамп. И вы знаете, я обычно в политику вообще не лезу. Здесь не совсем политика, но просто человек своеобразный, так скажем, мягко, да? Такой с чувством такого нарциссизма. И когда, вы помните, на него было покушение, и ему ухо оторвало, то есть он в последний момент он стоял, головой повернулся, и пуля пролетела и задела ему только ухо. Я просто видел, как это просто рука Божия. Бог меня избавил, понимаете, он себя сейчас считает, что он чуть ли не наместник Бога на земле. То есть вот он, Бог его избавил от смерти. У него есть для него планы, и поэтому то, что он решает, то, что он ведет себя так, знаете, я там тем доволен, тем недоволен, тот меня разочаровал, то он про нашего президента говорит. У него мнение меняется 10 раз. Ладно, мне уже, наверное, больше ничего говорить не надо, то сейчас наговорю чего-нибудь. Но просто как пример такой, знаете, вот он прямо искренне верит в это.
Там за него приходят, еще молятся ему тоже там все, когда тебе угождают, так все вокруг тебе поклоняются. Вот он прямо, вся его поза такая, как он смотрит, все говорит о том, что человек знает себе цену. Но что я хочу сказать? Вы знаете, на самом деле это может случиться с каждым. Вообще на самом деле с любым человеком. Еще раз, особенно с теми, когда ты начинаешь воспринимать свою веру в Бога серьезно, прямо хочешь относиться к этому и там все соблюдать. То есть с проповедниками, там, старейшины в церкви, учителя воскресной школы, диаконы, кто бы ни был, проповедники. В конечном итоге ты можешь стать врагом Иисуса, подменяя Его планы своими. Если ты не будешь осторожен, то чаще всего эти люди, они даже не замечают, что так произошло. Они вполне считают, что все нормально. Знаете, есть один признак такой, когда ты должен смотреть. Если это есть в твоей жизни, это, знаете, как вот знак на дороге, там, опасно. То есть там обвал, провал. То есть, знаете, что это? Когда ты выходишь из себя. Когда у тебя гнев возникает, когда тебя просто злоба начинает разбирать. Люди не слушают тебя, твое мнение игнорируется. В церкви, на работе, в семье, где бы ни было, идет что-то не так, как тебе хочется. И ты начинаешь злиться, что другие тебя не слушают. Ну, очевидно же, что у тебя твои планы, они верны, а другие точно ошибаются. И это тебя из себя начинает выводить. Вот если это происходит, будь внимателен просто. Это вот ты прямо на пути к тому, чтобы вот стать таким религиозным лицемером. Итак, первая ловушка, в которую попадали фарисеи, заключалась в том, что правила были важнее людей. Вторая, что в их сознании их планы и были планами Бога. И третья ловушка заключалась в том, что фарисеи верили, что грехи можно скрыть, если они будут соблюдать правила. Они считали, что соблюдение достаточного количества правил позволит им выглядеть хорошо. Смотрите, я и молюсь, я и пощусь. И что если они выглядят снаружи хорошо, даже на самом деле, если внутри все плохо, это не важно. Иисус их осуждал, и говорил таким людям. Давайте посмотрим. Матфея, 23 глава, 27 и 28 стих. «Горе вам, учителя закона и фарисеи, лицемеры! Вы как побеленные гробницы, которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония». Фарисеи убедили себя, что если внешне все хорошо, то значит оно сойдет, все будут думать, что и внутри то же самое. К нам как-то фокусник приходил, или он на молодежку только приходил, да? У нас в церкви не было, да, его? Видите, как хорошо быть молодым. Фокусники приходят. Но суть в чем? У фокусников есть такой прием, вообще их все фокусы, как правило, основаны на отвлечении внимания. То есть помимо всяких технических приспособлений, но они часто, то есть, например, если монетка, вот она вроде бы здесь в этой руке, в какой-то момент она переходит в левую, но он стоит и трясет правой, и все люди смотрят на эту руку, как будто она важна. Да? На самом деле она уже давно там, и она уже куда-то ушла, или на резиночке в рукав уехала, или еще что-то. Но он машет этой рукой, он отвлекает здесь. Да? То есть, по сути, они, если можно сказать, дурачат, заставляют нас думать, да, зрителей, что, отвлечение внимания, что что-то важно, вот эта вот рука, а другая, она не важна. То есть, можно незаметно опустить и куда-нибудь сунуть. Знаете, это то, что происходит с людьми, которые становятся похожими на фарисеев. Они обманывают сами себя, думая, что соблюдать определенные правила – это так же хорошо, как быть праведным пред Богом. Вы знаете, я знаю, о таких церквях я слышал, посещал даже, когда люди подходили и говорили, например, люди приходят в собрание, и у всех такой благочестивый вид,
И все вежливые, и все улыбаются, и все там, и здравствуйте, как мы рады вас видеть. И как, ну, вот одна церковь была конкретно, они, как и многие церкви, люди после собрания едут куда-нибудь, да, ну, кто дома обедать, кто это, здесь люди, они, как правило, ходили в кафешку, ну, в какую-нибудь, то в одну, то в другую. Город большой, и, знаете, было удивительно смотреть на этих людей, которые приехали куда-то в кафе, как они себя вели по отношению, ну, там, например, к официантам или кому-то, ну, в том смысле, что чуть ли не унижали, говорили высокомерно через губу. И я только потом понял, в чем суть. Ну, мы-то только что в церкви были, мы-то все правильные, эти безбожники. Понимаете? Они соблюдали правила, как у фокусника, правая рука вверх, чтобы оправдать свое нехристианское поведение, то есть та левая рука. Соблюдение каких-то правил компенсирует греховность. И они чувствуют себя оправданными в своих действиях. Я думаю, что, может быть, и вы тоже, в том числе, слышали о таких церквях. Вы знаете, когда люди внутри церкви, они, ну, не то чтобы имеют натянутые отношения, вообще ненавидят друг друга. Я бывал в церквях, когда люди, они отказывались садиться рядом друг с другом на одном ряду. То есть там, ну, одни в одной стороне, другие в другой, чтобы не пересекаться тоже. Чтобы никакого общения не было. Но угадайте, что они делают вместе? Причастие принимают. Все классно. Мы же одно тело. Правила же мы соблюдаем. Вот это вот внешнее. Нормально, что их переполняет горечь, ненависть в их сознании, потому что, ну, они соблюдают обряды, они соблюдают правила. Они послушались Господа Иисуса, приняв участие в вечере Господней. Еще раз, соблюдение правил привлекает внимание Бога. Я получаю от Него благословение. В то время как греховное поведение, там где-то, да, совершается, они думают, что Бог этого не видит. Они отвлекли внимание Его соблюдением ритуалов. Давайте посмотрим первое послание Коринфянам, 13 глава. Здесь вот суть вообще вот фарисейского симптома. Вот этого. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но во мне нет любви, то я в таком случае не что иное, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. В синодальном там медь звенящая и кимвал звучащий, да? Вот здесь, ну, как звенящая медь, как бряцающие тарелки. Если у меня есть дар пророчества, я знаю все тайны, если мне даны все знания, и у меня есть вера, способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто. Если я раздам все имущество и отдам мое тело на сожжение, но во мне нет любви, то ничто мне не поможет. Только подумайте про это. Я уже как-то приводил это место Писания и в церкви. Тамбурин брал. У нас нет тамбурина нигде. Смотрите, что такое медь звенящая? Или вот здесь тарелки, да, бряцающие. Ну, если ты говоришь всеми языками ангельскими, то ты, но не имеешь при этом любви, то ты просто пустозвон. Вот он здесь вот это вот, ну, на современном, если ты медь звенящая, кимвал звучащий. Ты пустозвон. У тебя там и дар пророчества, и ты знаешь все тайны, и у тебя такая вера, что ты можешь горы передвигать. Но если у тебя нет любви, то что? То ты просто пустозвон. Вы понимаете, да? Что там у нас следующее дальше было? Если я раздам вообще все свое имущество, вообще все, что у меня есть, вообще крайность, да, такая, смотрите. Все, что у меня есть, я раздам и еще и сам умру. Но при этом у меня нет любви, то что?
пустозвон просто. То есть для Бога это, если ты все служения выполняешь, и то несешь, и то делаешь в церкви, и это делаешь, но у тебя нет любви, то ты ничто, ты пустозвон, это вообще никому не надо. Сейчас, когда я вот это делал, раздражало кого-то? Но красиво, когда в музыке звучит, а когда кто-то говорит, и вот это вот все брякает, раздражает. Да? Вы знаете, я думаю, что это то, что Павел, он пытается донести до нас. Если у тебя все в порядке со всеми остальными христианскими пунктиками, и ты это делаешь, и ты молишься, и ты служение несешь, ноги вытираешь, когда приходишь в церковь, жвачку не таскаешь в зал и так далее. Но у тебя нет любви к другим людям, ты раздражаешь Бога. Вот этот вот звон твой, он вообще не нужен, потому что ты упустил самое важное. Написано, что вообще никакого смысла нет. Все, что вот это вот делать, если у тебя нет любви. Вы понимаете? Вот в этом именно суть этого места Писания. Ты просто пустозвон, ты звенишь, что-то делаешь. Любви нету. А это вся суть. Бог есть любовь. Люди, которые пытаются жить по правилам, думают, что могут привлечь внимание Бога, соблюдая правила, отвлекают его внимание. Но они не понимают, что Бог может слышать вот это вот гремение, звучание. Потому что фарисеи придерживались большинства правил, это все правильно. Единственная проблема, что у них не было любви к другим людям. И они действительно раздражали Бога. Потому что правила стали важнее. Еще одно последнее, на что я бы хотел обратить внимание вашим. Есть противоположная сторона. Есть люди, которым так не нравится вот эта вот концепция фарисейства, что они падают совершенно в другую канаву противоположную. То есть им не нравится идея полиции нравов. Оскорбляет, что кто-то отстаивает нравственность, заставляет чьи-то слова их чувствовать себя неловко, потому что их слова этих людей обличают. Расстраиваются, когда христианин пытается объяснить, почему аборты или гомосексуальность, это неправильно, это не по-библейски. И, как правило, такие люди начинают сразу цитировать. Не судите, да не судимы будете. Да? Или то, что вот этот стих, который мы читали сегодня. Кто из вас без греха? Пусть первый камень бросит. То есть они пытаются намекнуть на то, что Иисус учил нас никогда не осуждать грех. Что мы никогда не должны выступать против безнравственности в этом мире. Им просто ненавистна вот эта вот идея полиции нравов. Знаете, вот у нас, я не знаю, что у нас про Америку сегодня, Чарли Кёрк был такой, кто-нибудь слышал, которого недавно убили. На самом деле мне периодически его видосы попадались, шорты, например, в Ютубе. Человек был такой апологет современный, вообще христианской веры, то есть защитник. И он очень трезво и здраво мог формулировать все. И оппонировать людям. И он выступал за христианские ценности очень сильно, то есть верующий человек. И вот его застрелили, когда было публичное выступление, по-моему, месяц назад, где-то ориентировочно, не так давно. Тоже казалось бы. Но он в основном выступал против всей вот этой повестки современной, то есть там трансгендеры и вот это вот все. И когда это тянут в школу про то, что у нас куча гендеров. Смешно вообще, забавно было смотреть, когда он в два счета, просто двумя предложениями разбивал всех оппонентов, все их доводы и просто говорил, и людям нечего было сказать. Я думаю, в том числе, наверное, знаете, как правило, вот такие вот удивительно либералы, которые стоят за полную свободу, как правило, оказываются какими-то экстремистами. Да? Не суть. Смотрите, если мы посмотрим Ветхий Завет, мы увидим, что именно такими были ветхие пророки. Исаия, Иеремия, Осия, Малахия. Они все рассказывали людям
об их грехах, да, призывали к покаянию, говорили, как избежать суда Божьего. Но смотрите, в отличие от фарисеев, которые приходят и начинают обличать, все вот эти ветхие пророки, у них не было никакой радости по этому поводу. Еремея, есть книга даже, да, в русском она называется «Плач Еремеи», плачущий пророк. Почему? Да потому что у него сердце разрывалось от того, что творится с Израилем. У него не было никакого удовольствия вот в этом обличении. И, как правило, фарисеи, когда приходят и обличают, ты знаешь, что они говорят, что ты идешь в ад. Дальше они ничего не говорят, но по всему их виду понятно, что они очень рады, что ты туда идешь. Хочу вам привести такой пример. Я прочитал правдивую историю. Одна женщина, она выходит из церкви со своим маленьким сыном, 4 года. Идут, она спрашивает, ну что, как, что было, как воскресная школа прошла. И он говорит, мама, я больше никогда не буду грешить. Такая, ну, здорово. Почему ты принял такое решение? Говорит, Иисус сказал, что если ты не будешь грешить, то ты сможешь первый бросить камень. И я хочу первый бросить камень. Ну, парень получал удовольствие, видимо, от бросания камней. Но смотрите, Иисус вообще никакого удовольствия от этого не получал. Обратите внимание, что он говорит этой женщине в той истории, которую мы прочитали. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 10-11 стих. Иисус выпрямился и спросил, женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя? Никто, господин, ответила она. Внимание. И я тебя не осуждаю, сказал Иисус. Иди и больше не греши. Иисус сказал, я тебя не осуждаю. Почему? Да потому что Иисус пришел на эту землю вот в первый раз не для того, чтобы кого-то осуждать. Вы помните Иоанна 3,16, золотой стих Библии? «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Следующий стих, 17, читаем. «Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через Него». Вы понимаете, в чем суть? Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы осудить нас за наши грехи, но Он пришел для того, чтобы встать в проломе, занять наше место на кресте. Умереть и заплатить цену своей кровью, потому что наши грехи, они уже осудили нас. Было правило, что грешник должен умереть. Написано, возмездие за грех – смерть. Мы согрешили, и должна была быть пролита кровь. Кто-то должен был умереть. И Он умер вместо нас. Эта история с женщиной, есть нечто странное в этой истории. Я не знаю, может быть, это единственное место в Евангелии, где Иисус не говорит человеку, который к Нему пришел, что «иди с миром, твои грехи прощены». Он ей говорит, что? Не в этот раз. Он говорит, иди и не греши. Почему? Потому что она не пришла к Нему за прощением. Ее привели к Нему против ее воли. Она все еще оставалась прелюбодейкой. Она все еще шла в ад. Но Он говорит, что? Оставь свою греховную жизнь. Иди и не греши. Покайся в том, что ты делал. Прекрати это делать. Потому что настанет тот день, когда Иисус придет снова на эту землю, и будет суд. Тогда. В заключение я хочу сказать, что мы призваны ежедневно брать свой крест, следовать за Ним. Это означает, что мы также должны умереть для всех своих грехов. Вчера была тема на библейской школе. Добро пожаловать. Праведность. Это состояние, как говорили учителя. То есть ты был одним, у тебя была греховная натура, и мы получили по благодати, по Божией. Мы теперь праведники. Не потому, что мы такие хорошие, но потому, что Иисус все сделал. Давайте посмотрим Римлянам 6 глава, с 1 по 4 стих.
Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножилась благодать? Ни в коем случае. Мы умерли для греха, как же мы можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его смерть? Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из мертвых славой Отца. Пока мы не придем к Иисусу, желая умереть для своего прошлого, мы не сможем получить прощение. Можно следующий слайд? Без покаяния нет прощения, как у той этой женщины. Если тебе привели куда-то, выломали тебе руки, но ты сам этого не хочешь, и у тебя нет раскаяния, не будет никакого прощения. И как вчера говорилось на библейской школе, когда ты стал верующим, это не означает, мы праведны, да, но это не означает, что ты больше не будешь грешить. Чем ближе ты к Богу, тем меньше ты будешь грешить. Но это происходит потому, что мы приняли решение умереть для греха. Поэтому не позволяй греху больше управлять в твоей жизни. Но ключевой момент – это то, что ты принимаешь решение обратить свое сердце к Богу. Вы понимаете? Ты каешься, и ты приглашаешь Бога в свою жизнь. Стать твоим Богом. Мне так хочется, чтобы как можно дольше, всегда, в нашей церкви мы помнили, что да, мы против греха, и верующие не должны грешить. Но любовь, она превыше всего. Вы помните? И бывают разные ситуации, невозможно все под что-то под одно подвести. Всегда каждая ситуация индивидуальна. Но вы понимаете общую концепцию. Бог призвал прежде всего любить Его и любить ближних. Аминь. А правила уже потом.